Шығырты бар андадылдыр нихшан. Ханатине пулзами староват. Мынашлығушы клендер шулзерейн. Вайғалы сана, тазалықта кивлет. Легенда повествует о том, что несколько веков назад в этих местах жил человек по имени Элик. Было у него 12 сыновей. Каждый день они ходили в лес за дичью, а дубравы простирались в округе знатные. В них водилась разная живность, в том числе и медведи. Братья и на них охотились. Когда сыновья Элика выросли, старик поженил их и поселил в окрестностях. Так возникло само село Аликово, по-чувашски Элик, и ближайшие к нему деревни. Кстати, поселений в районе ровно 12, по числу сыновей у отца-основателя этих мест. Испокон веков аликовцы успешно работали на земле, выращивали овощи и занимались животноводством. И сейчас приоритетное направление в районе занимает сельское хозяйство. Самым передовым и стабильно развивающимся хозяйством является «Новый путь». За 16 лет работы показатели кооператива всегда остаются в лидерах. Причем не только по району, но и по республике. Отборные овощи, фрукты и ягоды со своих грядок перерабатывает Аликовский плодокомбинат Чувашпотребсоюза. Были времена, когда консервы из Аликова даже в Европу поставлялись. И до сих пор продукция комбината известна и узнаваема в стране. У него богатая история, уже почти 70 лет здесь неизменно производят консервированные продукты, соки, сладкие напитки, маринуют огурчики и помидоры. Всего более 70 видов готовой продукции. Из аликовского лимонада из района тоже никто не уезжает. Сладкий напиток завоевал репутацию одного из самых вкусных в Чувашии. Ставку на натуральность делают и на Аликовском хлебозаводе. Своим самым известным брендом здесь считают нарезные печенья. Району есть что предложить и туристам. В самом селе Аликово расположено очень красивое старинное здание, которое является охраняемым памятником культуры. Чувашский просветитель Иван Яковлев построил его для своих первых учеников. И долгое время школа работала. Сейчас здесь располагается литературно-краеведческий музей, в котором хранится более 16 тысяч экспонатов. Самые старейшие из них каменного века до нашей эры. Православные паломники со всей страны приезжают в село Раскильдино. Здесь находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Это уже третье здание храма, построенное в начале 20 века. Гордятся аликовцы и своим земляком, автором строк государственного гимна Чувашии. В деревне Ходякова родился создатель музыкально-драматического театра в Чебоксарах, впоследствии трансформировавшегося в театр оперы и балета Борис Марков. Он также был режиссером-постановщиком всех первых опер чувашских композиторов «Шевармань», «Прерванный вальс», «Нарспи», «Чапай». Прославили Аликовский район также спортсмены и тренеры. Знаменитые братья Семеновы, создавшие школу спортивной ходьбы и воспитавшие многих олимпийских чемпионов и призеров международных чемпионатов, в том числе скороходов Алину Иванову и Елену Николаеву. На Аликовской земле родились два героя Советского Союза – Мирон Ефимов и Федот Орлов. Оба на войне были летчиками-истребителями. У каждого на счету огромное множество сбитых вражеских самолетов, уничтоженных танков и даже кораблей. Уважаемые жители Чувашской республики, жители родного Аликовского района, поздравляю всех со столетием образования чувашской автономии. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. Мы гордимся нашими земляками Чувашии, гордимся нашими земляками Аликовского района, которые внесли значительный вклад в развитие района, в развитие республики в целом. В связи с этим хочу всем пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов, вдохновения, оптимизма. Всегда оставайтесь такими же трудолюбивыми, чем и славился всегда наш чувашский народ. С праздником!
Шаранзе.